Ежедневно китайские власти совершают в Восточном Туркестане преступления против человечества. В социальных сетях появилась видеозапись из школы-интерната, где содержатся уйгурские дети, чьих родителей отправили в концентрационные лагеря. «Китай является нашей матерью. Мы любим Китай», — говорят дети мусульман, оторванные от своих семей. Аудио и видеоматериалы, поступающие из региона, показывают масштабы ассимиляции и геноцида, совершаемых Коммунистической партией Китая в отношении местных жителей. Видео опубликовал американский активист и исследователь Тимоти Гроуз, являющийся преподавателем факультета социологии в Университете Индианы. Активист занимается вопросами нарушений прав человека и систематической ассимиляции в Восточном Туркестане. Гроуз сообщил, что опубликованное видео было снято в октябре 2020 года в Кашгаре. Глава Госдепартамента США Майк Помпео встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. Первой остановкой официального турне Майка Помпео по Европе и Ближнему Востоку стал Париж. Согласно заявлению Госдепартамента США, в ходе встречи Помпео и Ле Дриан обсудили важность НАТО и ряд других вопросов. Помпео призвал к борьбе против экстремизма, отметив важность союза между двумя странами для противодействия Коммунистической партии Китая в Европе и нарушениям прав человека в Восточном Туркестане. Ежегодно уйгурская диаспора проводит праздничные мероприятия в честь Исламской Республики Восточный Туркестан, основанной 12 ноября 1933 года, и Республики Восточный Туркестан, созданной 12 ноября в 1944 году. В этом году в мероприятиях, посвященных Дню Республики, приняли участие и депутаты Франции и Канады. На страницах своих аккаунтов Facebook, Twitter и Instagram выходцев из Восточного Туркестана поздравили депутаты Европарламента Рафаэль Глюксман, Орлиан Тачи, Албани Гайлат, Дельфин Безу и Клементин Отян. В свою очередь, президент Уйгурского института Европы Дильнур Рейхан сообщила, что мэрии 10 французских городов и 4 политических партий подписали договор о солидарности с уйгурами накануне Дня Республики Восточный Туркестан. Американские военные ожидают, что президент Дональд Трамп отдаст приказ о выводе части войск из Афганистана и Ирака до того, как 20 января покинет Белый дом, сообщает CNN. По данным издания, Трамп распорядится об этом уже на этой неделе. Согласно CNN, планируется сократить численность американских военнослужащих в Афганистане и Ираке до 2500 человек не позднее 15 января. На данный момент количество американских солдат в Афганистане составляет около 4500 человек, а в Ираке около 3000. Ранее Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, который выступил против вывода войск из Афганистана до тех пор, пока в этой стране не будут достигнуты определенные условия. Дональд Трамп неоднократно критиковал присутствие американских войск за границей. 45-й президент США объявил избавление Соединенных Штатов от бесконечных войн одним из приоритетов внешней политики США. Ильхам Алиев посетил освобожденные от оккупации города в Карабахе. Глава государства в числе прочих посетил города Физули и Джабраил. В селении Ахмедбейли Физулинского района жители встретили верховного главнокомандующего бурными аплодисментами. Президент поприветствовал местных жителей. В ходе контрнаступательной операции военные силы Азербайджана освободили от оккупации Армении до 300 населенных пунктов страны, в том числе город Шушу. Вынужденные переселенцы из Шуши, проживающие уже 28 лет в различных регионах Азербайджана, считают освобождение родного города настоящим праздником.